Друзья, мы продолжаем наши разговоры о литературе, об удмуртской литературе. И в первую очередь мне сегодня хотелось бы поговорить о некоторых ее сильных местах и в то же время обозначить проблемные места. Это все для того, чтобы молодые писатели могли для себя определить точки роста, точки развития. Это очень важно, потому что я знаю, исходя из собственного опыта, что далеко не все очевидно. Человек, когда пытается вступать на территорию литературы, когда он начинает первые шаги самоопределения, кажется, что вокруг много всего, а вот эти вот самые главные линии, дороги вхождения в литературу, они очень часто не очевидны для начинающих. Вот сегодня я бы хотел обозначить, пожалуй, главную проблему вообще современных национальных литератур России, даже, может быть, в мировом масштабе эта проблема является актуальной. Она актуальна для удмуртской литературы. Главная, основная зона пробела, зона лакун, да, или сфера отсутствия, как сейчас принято говорить, это, конечно, проза. Удмуртская литература развивается, самоопределяется в режиме тотального дефицита качественной прозы. Почему так происходит? С одной стороны, это явление, в общем-то, характерно для многих национальных литератур и не характерно для русской литературы. Не так давно мы общались с замечательным русским филологом Артемом Скворцовым, который уже много лет является крупным экспертом по русской литературе и принимает участие в качестве эксперта, члена жюри в самых разных конкурсах литературных. Именно в первую очередь, куда присылают работы молодые писатели, творящие на русском языке. И мы вот сверили, скажем так, сверили векторы развития национальных литератур и русской литературы и пришли к выводу, что это абсолютно история контрастов, не история совпадений в значительной степени. Потому что у нас в национальных литературах не хватает прозы. Практически исчез такой крупный жанр, как роман. Вот если мы сейчас, скажем так, проскользим по поверхности удмуртской литературы, мы поймем, что среди молодых писателей практически нет романистов. Романисты начинаются с поколения людей, кому за 40, но может быть за 35. Молодые писатели совершенно почему-то удалены от крупных прозаических жанров. Вот если брать реальность национальной литературы, в русской литературе как раз все наоборот. Вот Артем Скворцов сказал, что в первую очередь самые крупные секции в каких-то литературных школах это секции прозаиков, и больше всего присылаются на конкурсы материалы, это прозаические тексты. Удивительно, то есть современные молодые авторы, которые пишут на русском языке, живут в русских регионах, они в первую очередь соотносят себя с крупными жанрами, с прозой. А национальные молодые писатели, они в первую очередь пытаются выражать себя в области поэзии. И в этом есть определенная логика, потому что проблемы с прозой очень часто соотносятся с плохим знанием, плохим владением родным языком. Современные молодые удмуртские писатели, они, как правило, существуют в режиме такого очень противоречивого и с творческой точки зрения отягощающего, осложняющего вот эту вот творческую работу режима билингвизма. То есть, с одной стороны, для них национальный, в данном случае удмуртский язык, является как бы родным. Я хочу подчеркнуть этот маркер, это слово «как бы». А с другой стороны, все мы существуем в тотальной, достаточно жесткой русскоязычной реальности. И родной язык, даже при самом бережном к нему отношении в нашем сознании, он как бы, к сожалению, является только полуязыком. Не хватает творческой энергии для того, чтобы его полностью актуализировать, обратиться к его глубинному синтаксису. Это главная проблема. Молодые писатели не очень хорошо владеют родным языком,
И отсюда возникают определенные коллизии, потому что, чтобы написать большое прозаическое произведение, нужно очень хорошо владеть своим языком, понимать, как бы быть обращенным к его каким-то языковым глубинам. Это фразеология, это опыт, колоссальный языковой опыт предшественников. Это понимание того, как выстраивается большая языковая материя, материя языкового произведения. А если этого нет, то, соответственно, нет и этого поступательного развития крупных прозаических жанров. И, к сожалению, вот этот дефицит прозы, о котором много, в общем, в последнее время говорят, применительно к национальным литературам, не только удмуртской, там, финно-угорская литература, литература народов Сибири, Кавказа, они как раз отсылают к проблеме ассимиляции, к проблеме потери языка, эрозии, языковой эрозии, эрозии национальной культуры. В этом смысле, конечно, может быть, я не хочу утверждать, но, возможно, это процесс даже отчасти необратимый. Когда-то говорили о смерти автора, да, Барт вот такой вот выдвигал парадигму, доминанту смерти автора. Быть может, сейчас, применительно к национальным литературам народов России, мы можем говорить о смерти романа как основополагающего жанра. Это на самом деле очень и очень печально. Еще один момент, почему у нас проблемы с прозой, почему я бы рекомендовал молодым писателям именно, скажем так, включиться в прозаические жанры, да, в прозаические дискурсы. То, что молодые люди, у них своеобразная ментальность понимания, восприятия литературы. Им нужно, они живут в новой реальности, реальности лайков, реальности откликов. И нужно заметить, что написание крупного прозаического жанра – это огромная работа. Чтобы написать роман, человек должен как бы изолировать себя от окружающего мира, внутренне изолировать, и год, а то и больше, некоторые романы пишутся годами, жить вот своей сложной, насыщенной внутренней жизнью в режиме самоизоляции, как сейчас модно говорить, то есть отрезать внешний мир, жить этим внутренним миром и не ждать ничего, не ждать каких-то реакций. Это будет стена молчания, такая внутренняя миграция в прозу. Это, на мой взгляд, очень продуктивно, очень интересный мог бы быть творческий опыт. Поэтому проза – это та дорога, по которой нужно идти современным писателям. Это еще приобщение к культуре своего языка, это приобщение к культуре своего народа, это приобщение к большой культуре мировой литературы. И следующий важный момент, важная проблема и точка роста для нашей литературы – это драматургия. Я думаю, вот как раз о драматургии можно сделать какой-то круглый стол, дискуссию, чтобы сверить часы и в то же время вот ощутить, нащупать, почему эти точки возникшей проблемы, почему с драматургией такая беда в национальных литературах, особенно это было характерно для предыдущих 2 десятилетий, конец 80-х, 90-е, нулевые. Сейчас ситуация начала меняться. Очевидно, что, например, проблемы национального театра, удмуртского национального театра, об этом говорят очень многие сейчас, что театр не дорабатывает, что театр не выполняет ту значительную культурную функцию, которую должен выполнять национальный театр. Все это связано как раз с отсутствием, в том числе, хороших драматургических произведений, драматических инициатив. То есть это всегда, это с одной стороны внешняя проблема, потому что между театром и писателями, драматургами, сценаристами должно быть постоянное такое живое, напряженное общение. Театр заинтересован в молодых драматургах, интересных, ищущих, и молодые драматурги, естественно, заинтересованы в выходе на большую сцену национального театра. Этого нет. Это не сложилась эта форма диалога, очень продуктивная, важная для национальной культуры, литература форма диалога.
С другой стороны, эта проблема тоже в определенной степени ментальности, потому что вот когда мы говорим, почему удмуртская литература как бы развивается и развивалась долгое время вне интересных каких-то драматургических проектов, а потому что удмурты люди, скрывающие свои внутренние конфликты, они не привыкли делиться открыто проблемами. Это ментальность замалчивания, ментальность молчания, закапсулирования. В этом смысле нужно нажать какие-то внутренние кнопки, чтобы вот это драматургическое повествование обретало новую реальность. Но, что отрадно, приходят новые люди, приходят новые писатели, молодое поколение, которое совершенно другое, оно как бы в некотором роде оторвано вот от этой исконной удмуртской ментальности, парадигмы поведения, оно другое, оно смелое, оно смеющее сметь. И вот как раз сейчас уже ощущается, начинается какая-то новая ситуация, связанная с драматургией. Об этом начинают очень активно говорить. Пишут какие-то сценарии, устраивают читки. И возникает ощущение, что еще чуть-чуть, и вот эта страница перевернется, что удмуртская литература будет наполнена какими-то новыми интересными всплесками, вспышками драматургическими. И в этом смысле, конечно, очень большая ответственность Национального театра, чтобы он не пропустил вот это вот движение, интересное и важное движение. Но когда мы говорим, что драматургия место пропуска, да, нужно еще понимать, что это очень трудный, трудоемкий литературный род и колоссальный дефицит драматургии, хорошей, умной, интересной драматургии, он характерен в целом для мировой литературы. Приходится постоянно сталкиваться с точками зрения, что в американской, в британской, французской литературах также наблюдается вот эта вот большая жажда по хорошим драматургическим произведениям, дефицит качественной драматургии. По всей видимости, это тоже наши проблемы, они в данном случае корреспондируют с проблемами мировой литературы. Но отрадно, что ситуация меняется. Вот недавно мы говорили с координаторами проекта программы поддержки национальных литератур, которые сейчас формируют уже 4-й том, посвященный драматургии. И вдруг выяснилось, что наоборот, вопреки ожиданиям, текстов набирается очень много, драматических произведений, написанных на национальных языках. В этом смысле складывается какая-то новая реальность. Литература уходит от этого дефицита вот, в сторону такого наполненного, насыщенного драматургического будущего национальных литератур. Спасибо.